Не горюй, Черный. Я буду в стае вместо Хромого. Нет, ты не вольный пес, ты привязанный только без ошейника. Ждешь, когда тебя посадят на цепь. Запомни, мой человек никогда не привяжет меня. Отпусти! Отпусти, я тебя покусаю! Черный, черненький, помоги! Нам дали мясо, а потом... Черный, меня чуть не задушили. Скажи ему, что с нами так нельзя. Скажи Чего ему. полезли? Зачем мясо брали? Песик, песик, иди сюда, песик. Иди сюда, псих. Негодяй! Негодяй! Я тебя покусаю! Не плачь, Кроха. Я не дам тебе победы. Уходи, гордый! Спасайся! Это моя собака. Отпусти. Твоя? А где ошейник? Вот. Бери. Видал я ошейники и покрупнее. Человека, братья наши меньшие. Собаки не зря удостоены таких добрых слов. История знает множество примеров беззаветной собачьей преданности и верности их хозяевам. Согласно Гомеру, пес Одиссея Аргус ждал его на Итаке в течение долгих 20 лет и был первым, кто узнал вернувшегося хозяина. Уже совсем дряхлый пес, увидев Одиссея, повилял хвостом и тотчас же умер, счастливый, что наконец дождался его. Во многих странах установлены памятники собакам, которые не оставляли надежды дождаться своих исчезнувших хозяев. В Шотландии, в городе Эдинбург, есть памятник скай-терьеру по кличке Бобби. 14 лет, начиная с 1858 и заканчивая 1872 годом, пес не покидал могилы своего хозяина и друга Джона Грея. В США, на берегу реки Миссури, стоит памятник шотландской овчарке по кличке Шеп. Впервые Шеп появился здесь в 1936 году, когда гроб с телом его хозяина перенесли с поезда на пароход. Собака приходила к каждому поезду в течение почти 6 лет. Подобные памятники верным собакам есть также в городе Краков, Польша, и Борго Сан-Лоренцо в Италии. В России памятник преданности установлен в городе Тольятти. Благодарные жители воздвигли его в честь немецкой овчарки, которая 7 лет ждала своих хозяев, погибших в автокатастрофе. Эти примеры бескорыстной и безграничной любви собак к своим хозяевам не могут оставить равнодушным никого. Подобные истории о верных собаках есть по всему миру. Одна из самых известных – история японского пса Хатико, породы Акита Ину. Хатико появился на свет осенью 1923 года. Его хозяина, профессора Токийского университета, звали Хидесабура Уэна. Это была уже его 8-я собака, поэтому он дал щенку имя Хатико, что по-японски значит «8-й». Профессор каждый будний день уезжал на работу со станции Сибуя, и Хатико неизменно провожал и встречал его на станции. Однажды случилось страшное несчастье.
хозяина не стало. Но верный Хатико продолжал приходить на вокзал и ждать хозяина. Хатико приходил на станцию в течение 10 лет, пока не умер от старости. История Хатико быстро облетела всю Японию. На станцию Сибуя потянулись вереницы людей, которые хотели своими глазами увидеть удивительного пса, преподавшего им настоящий урок бескорыстной любви. Еще при жизни Хатико поставили памятник. Имя Хатико стало символом безграничной верности и преданности. Дурачок мой, Бимка. Иван Иванович пошел к фургону с огромной надеждой. Если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает, выручит. Если же Бима нет, то значит он на свободе, жив, найдется. И вот сторож распахнул дверь фургона. Иван Иванович отшатнулся и окаменел. Бим, его Бим, лежал носом к двери. Губы и десны изодраны о рваные края жести, ногти передних лап налились кровью. Он царапался в последнюю дверь, долго-долго царапался до последнего дыхания. И как мало он просил свободы и доверия. Больше ничего.
Никто не должен оставаться один, и никого нельзя бросать. Потому что когда ты один, у тебя нет ничего и никого, и тебе очень плохо. Я никогда не пройду мимо, я обещаю. Я никогда тебя не брошу. Я знаю, что тебе очень нужен этот лучик тепла, лучик надежды, лучик любви, лучик добра. Я никогда не пройду мимо, я обещаю. Я никогда тебя не брошу. Я знаю, что тебе очень нужен этот лучик тепла, лучик надежды, лучик любви, лучик добра. Тушь по всему лицу, слезы на подушку. Нельзя вот так вот взять и превратить в игрушку. Вижу обиду и грусть в глазах глубоких. Ты верил людям, да? И что теперь в итоге? Ты бродишь совсем один у каменных стен. Хозяин твой внутри пустой, как манекен. Он тебя бросил, выкинув словно мусор. Ты для него забавой был, а стал грузом. Не мог знать ты, что мир настолько жесток, стирая лапы в кровь, а камни дорог. Он шел по улице и все-таки верил, что люди станут немного добрее. Я никогда не пройду мимо, я обещаю. Я никогда тебя не брошу. Я знаю, что тебе очень нужен этот лучик тепла, лучик надежды, лучик любви, лучик добра. Я никогда не пройду мимо, я обещаю. Я никогда тебя не брошу. Я знаю, что тебе очень нужен этот лучик тепла, лучик надежды, лучик любви, лучик добра. Настоящая дружба – это когда ты спишь, а рядом тебя кто-то бережет. Настоящие друзья всегда вместе, и они все делают вместе. И они друг друга защищают и не дают в обиду. Одну известную фразу, похоже, забыли. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Добрые поступки давно под слоем пыли. В этом мире людей, в этом жестоком мире. За что скажи, почему ты так со мной? Я же не игрушка тебе, я ведь живой. Давно не ел и пил только воду из лужи. Не понимаю, как мог стать никому не нужным. Злость, обида, холод, все в одну кучу. Согревала душу только его кличка Лучи. Он шел по улице и все-таки верил в то, что люди станут немного добрее. Я никогда не пройду мимо, я обещаю. Я никогда тебя не брошу. Я знаю, что тебе очень нужен этот лучик тепла, лучик надежды, лучик любви, лучик добра. Я никогда не пройду мимо, я обещаю. Я никогда тебя не брошу. Я знаю, что тебе очень нужен этот лучик тепла, лучик надежды, лучик любви, лучик добра. Когда тебя не обижают просто так, и вообще не обижают. Иногда бывает, мне кажется, что я совсем одна, и становится так страшно и холодно. Это когда ты кому-то нужен. Ему за это ничего не надо.